Вот интересно, часто ли вы сталкивались с тем, что госслужащие вам недолжным образом ответили или помогли, или решили тот или определенный вопрос, с которым вы к нему обратились? Что делать в этой ситуации? Куда пожаловаться? Как все-таки добиться того, чтобы госслужащие были вежливые и отвечали действительно на все те вопросы, с которыми мы к ним обращаемся? Ну и, кстати, еще о всеобщем декларировании. Все эти вопросы мы хотим сегодня адресовать нашему гостю, заместителю руководителя Департамента государственных доходов по городу Алматы Зангару Шиндали. Доброе утро. Зангар, ну давайте с самого главного. Действительно, если нам нагрубили, нахамили, что делать в этой ситуации? Ну, то есть однозначно не вступать в этот конфликт, но есть, наверное, какое-то другое решение. Да, конечно. В первую очередь государственным служащим предъявляются высокие требования по соблюдению этического кодекса, то есть госслужащий должен быть доброжелательным, открытым, клиентоориентированным. Ну и бывают ситуации, да, когда действительно есть контакты, есть конфликты, есть недовольство со стороны плательщиков. Можно обратиться, я являюсь уполномоченным по этике Департамента государственных доходов, то есть все районные управления и таможенные посты, то есть все конфликтные ситуации, можно обращаться ко мне через социальную сеть. У нас там отдельные страницы, у каждого таможенного поста районных управлений есть ссылка, QR-код, где ко мне на социальную сеть можно попасть, на мессенджер и направить свою жалобу. Как называется ваша страница в социальных сетях? Как вас найти? Как найти этот департамент, куда Или жаловаться? номер WhatsApp, куда то есть Да, писать? ДГД Алматы, официальная страница. Это в Инстаграме? В Инстаграме, да. ДГД.Алматы. Или сразу слитно? Департамент государственных ДГД.Алматы, доходов. да. Ну, если в поисковике набрать, выйдет. Оттуда уже отсылка уполномочен по этике ДГД. Простите, вот вы сейчас сказали, вы, получается, все жалобы на любого госслужащего поступают к вам? Нет, именно департамент государственных доходов. Именно департамента государственных. Да. Но вы знаете, я вот хочу сказать, с Аминатой мы обсуждали этот момент, что вот в департаменте государственных доходов, кстати, мы не встречали какого-то грубого отношения, наоборот, все сотрудники лояльные, приветливые, всегда помогут тебе и налоговый отчет сдать и так далее. Вот, кстати, о декларировании. Когда начнется всеобщее декларирование, и действительно ли каждый казахстанец уже должен декларировать абсолютно все свои доходы, имущество и так далее? Всеобщее декларирование уже с прошлого года начато. Но вопрос он такой серьезный, действительно кардинальный. Это коснется всех, поэтому разделили его по этапам. 4 этапа разделили. Если первый этап были государственные служащие, потому что ранее они сдавали, с этого года уже руководители госучреждений, квазигосударственных органов. Со следующего года это руководители юрлиц, ИП, а уже с 2024 года все остальные. И здесь очень важно, что мы начали именно с государственных случаев, потому что ранее они уже сдавали, и где какие-то вопросы шероховатости, может, какие-то тонкости мы не учли, это все обрабатывается и изменяется, конечно. И подаете пример, да, наверное? Да. То есть абсолютно все, да, и пенсионеры, и Абсолютно. студенты, Абсолютно и все, самозанятые. Как это будет происходить? Можно такой вопрос? То есть это нужно куда-то прийти? Приходить, да, сейчас век давать цифровизации, отчеты, приходить не надо. Тоже будет кабинет налогоплательщика? Кабинет налогоплательщика, совершенно верно, и мобильное приложение. То есть сейчас даже электронно включаю, нет необходимости через СМС, через мобильное приложение. Декларация входная, она не очень большая, не очень сложная. 80% сведений уже имеются в органах государственных доходов, отражать какое имущество, какой то есть в автотранспорт. некоторых полях уже автоматически могут быть указаны данные, да? Или нет? Нет, Или можно всё-таки не указывать, придется эти самим данные мы уже знаем, поэтому мы не требуем у казахстанцев, которые проживают в Казахстане, есть имущество в Казахстане, нет необходимости. Если есть за рубежом, есть счета в банке за рубежом, да, их надо показывать, а все остальное у нас сведения имеются. Вот я нашим дорогим телезрителям хочу сказать, что ни в коем случае не пугайтесь. Я на самом деле на собственном примере неоднократно это проверял. Если вдруг у вас возникли какие-то проблемы, заминки, вы сомневаетесь, вы действительно придите в свой департамент государственных доходов. Ребята обязательно вас проконсультируют. Более того, они сядут вместе с вами за компьютер, все покажут, расскажут и помогут заполнить налоговую декларацию. А у меня такой вопрос. Если вдруг казахстанец не задекларировал свои доходы, что с ним будет? Мы сейчас работаем над тем, чтобы всех вовлечь в систему всеобщее декларирование. Никаких штрафов на первом этапе нет. Мы всегда выставляем уведомление, где просим предоставить налоговую декларацию и предупреждаем его. То есть без штрафа предупреждение. Но если он уже второй раз в течение года нарушает, тогда уже штраф 3 МРП. А если сокрытие идет каких-то объектов, там уже 15 МРП. Но опять же после предупреждения.
Ну, еще раз давайте напомним, что все общее декларирование, то есть все казахстанцы, начиная с 2024 года, Да. должны будут сдавать. 23-25 года. А, даже. с 25-го, 25 через 1 года. января 25 Да. года. Хорошо, спасибо вам большое, что этим утром были вместе с нами и разъяснили такую сложную тему. Ну а мы продолжаем наш эфир. И сейчас поговорим на, наверное, менее серьезную тему, но тоже очень важную. Как выбрать солнцезащитные очки? Лето не за горами, поэтому очень важно, ну, я не знаю, внимательно, со всей серьезностью отнестись к этому аксессуару.